Пункт 3 в обвинении на суде Михаила Тверского уморил сестру хана. Но было еще первые 2 пункта. Утаивал дань и воевал с послом хана. Эти 3 обвинения были выдвинуты против Михаила на ханском суде, который состоялся осенью 1318 года недалеко от города Дадаков. Итак, узбек вызывает к себе Михаила Тверского. В пути князя сопровождают приближенные, в числе которых находится и тот самый старец Александр, духовник князя, который позже опишет этот поход. 6 сентября 1318 года кортеж Михаила настигает ханское кочевье в устье реки Дон. В этом году узбек готовился к походу против хулагидов в Закавказье и находился на своем пути из столицы Золотой Орды, Сарая-Берке, на юг Северный Кавказ, попутно формируя войска. Тверичи присоединяются к кочевью и дальше следуют уже вместе с ним, где на одной из его больших стоянок, ставке, над Михаилом Тверским состоится суд. Дадим, наконец, слово старцу Александру. Вот как он описал местность, которую хан выбрал для стоянки. За рекою Терком, на реке Севенцы, под городом Тютяковым, минувши горя Высокая, Ясская и Черкасская, близ врат железных. Вслед за ним летописцы более позднего времени вносят в эти строки ряд уточнений. У болвана Медяного, у Золотые главы, у Тимиревы, у Богатыревой могилы, гласит Никоновская летопись. И, наконец, летопись Семеновская, на реке Ная у города Дадакова. Итак, мы имеем название 3 рек, 2 горных цепей, 3 загадочных пространных ориентиров и, собственно, искомого нами города Дадакова, от которого к тому времени, скорее всего, еще оставались какие-то руины. Для начала присмотримся внимательно к географическим ориентирам. Терк. Михаил Тверской присоединился к орде хана Узбека на Дону, где-то вот под современным Ростовом. И оттуда движение началось на восток. И когда движешься от Дона в сторону Центрального Кавказа, в летописи говорится, что они перешли реку Терк. Но о том, что это Терек, все исследователи согласны. Горы Ясские и Черкасские. Если перейти Терек, потом называются Великие горы Ясские и Черкасские. Сунжский хребет, который по-ингушски называется Арх, но в древних летописях он указан как Ясские горы, а Терский хребет указан как Черкасские горы. Севенц. Когда они перешли Терек, Терские и Сунжинские хребты, Великие горы Ясские и Черкасские, они дошли до реки Сунжи, до реки Севенец. Севенец, опять же, это река Сунжи, потому что здесь не может быть никаких сомнений. Под названием Сеунж, Севенц и прочих река Шолжа, которая в переводе с ингушского означает «ледяная, холодная», упоминается во многих персидских и русских исторических хрониках. Ная. Что касается реки Ная, то на Северном Кавказе нет, на наш взгляд, вот мы не нашли ни одну речку с названием похожим на Ная, кроме как речки Нясархи. Нясархи, она наиболее соответствует названию реки Ная. В названиях реки Ная и Нясар содержится одно слово, слово «на». Оно означает «мать». Нясар – материнская река. Потом это название пришло ко всей долине, и мы сегодня называем матерью название. Нясархи – это небольшой приток реки Сунжи, ответвляющийся от нее как раз в районе долины Нясаря, Назрани. И тот, кто пробыл хотя бы некоторое время на реке Севенцы, именно в этой местности, непременно должен был увидеть и Наю, что и подтвердил летописец. Полностью укладываются в карту местности и следующий ориентир. Врата железные. Железные ворота – это Дарьяльский проход, который очень хорошо виден с территории расположения Назранской крепости. Вместе с тем, под железными воротами мог подразумеваться и конкретный пункт перед входом в Дарьял – сама застава. Врата железные, они находились в районе города Буру.
Буру или бур – это старинное ингушское название укрепленных застав, постов. Одна из таких застав у входа в Дарьяльское ущелье дала название целой местности, рядом с которой в 1784 году была воздвигнута русская крепость Владикавказ. Как повествуют исторические документы, генерал-аншеф Толмачев, будучи приглашенным в гости в старинный Гулуан ингушского тейпа Гудантовых, взобрался на его вершину и, обозрев окрестности, выбрал место для будущей крепости. Галуан или Гал, на который взобрался генерал, был частью большого фортификационного сооружения, которое у ингушей называется Гап или Гапков, двор крепости, известный в русской транскрипции как Капкай. Таким образом, на месте, где издревле стояли ингушские посты у входа в Дарьял, возникла крепость русская. Ингуши по сей день называют Владикавказ, сегодня столицу Северной Осетии, своим старинным словом «буру» – «застава». А ворота таможенных застав на Восточном и Центральном Кавказе обивались железом. Отсюда и название «Врата железные». И описываемая нами местность, в которой Нясархи отделяется от Сунжи, называется Бурокале, буквально «под заставой». Таким образом, мы смогли достаточно точно локализовать местность, которая наиболее соответствует описаниям летописцев. Кроме того, многочисленные исторические данные подтверждают правильность результатов нашего поиска. Хан Узбек тут оказался не случайно. Тут даже много искать не нужно. Ставка хана находилась там, где сейчас Плива находится. Почему? Во-первых, река. Во-вторых, ровная плоская земля, которую очень любили монголы. И дальше пастбище, все. Это самое удобное место. И еще Боракаш. Там, где находится ханский бег Золотой Орды, там, где он себе поставил могилу, где он себе мавзолей поставил, это поставил там, где он жил. Подтверждает